Инженер – профессия будущего. Под таким названием для школьников и студентов Северной Осетии реализуют проект. Программа разработана, чтобы рассказать и показать ребятам, насколько профессия инженера интересна и престижна. Организаторы проекта – Общественная палата Северной Осетии, Северо-Осетинский госуниверситет и региональные производственные предприятия уверены, о преимуществах этой специальности можно говорить много. Ученикам Алагирской школы номер 5 уже провели экскурсию. Вместе с ними на предприятие отправился и мой коллега Хетак Плиев. Измерительные приборы, микроскопы, робототехника, а еще пищевое производство и богатая коллекция минералов. Все это удалось увидеть ученикам Алагирской школы. Им устроили ознакомительную экскурсию по факультетам СОГУ. После они отправились на научно-инновационное предприятие «Баспик». Это единственная организация в России, которая производит микроканальные пластины. Они необходимы для создания приборов ночного видения. Увиденное приковало к себе внимание школьников. Мне понравилось, что мы смотрели в прибор ночного видения, прошли полный этап подготовки и создания этого прибора. Очень было интересно, да, мне понравилось. Я бы хотел даже пройти обучение в этой сфере. Общественная палата совместно с региональными предприятиями организует для учащихся республики проект «Инженер. Профессия будущего». Куратор программы и старший инженер Баспика Виталий Савенко лично провел экскурсию для школьников и студентов по предприятию. Рассказал об истории компании и показал, как делают детали для приборов ночного видения. Он уверен, такие программы необходимы. Благодаря им появляется возможность рассказать и показать профессию инженера. Надеемся, что наша республика будет одним из авангардов по возрождению электронной промышленности Российской Федерации. Вот мы очень рады, что нас посетили и школьники, и студенты, что они посмотрели процесс производства микроканальных пластин и всех наших нестандартных изделий. То, что процесс многозвенный, очень сложный, и изделия выдерживают очень большие нагрузки, потому что большая часть того, что мы производим, используется в военной технике. Владикавказский технологический центр «Баспик» начал работать еще в 1991 году. Тогда перед группой ученых стояла серьезная задача, опираясь на свой опыт, воссоздать и развить производство микроканальных пластин. Они это сделали, став ведущей школой в этой области в России. Останавливаться на достигнутом не собираются. Именно поэтому предприятие заинтересовано в привлечении новых кадров. Предприятие разработало новый проект. В него, в частности, входят волоконно-оптические пластины. Они необходимы для того, чтобы сигнал в приборах ночного видения не искажался. Руководители программы надеются, что проект войдет в стратегию развития республики. К слову, в первых двух чтениях парламент его уже одобрил. После экскурсий школьников ждали в Министерстве промышленности и транспорта. Там их наградили сертификатами участников проекта и новогодними подарками. Вручили их заместитель министра транспорта и промышленности Северной Осетии Эльбрус Мадзаев и председатель Общественной палаты Республики Нина Чеплакова. Они сами выпускники инженерно-технических факультетов. Надеются, что новые знания пригодятся школьникам при выборе профессии. Думаю, им запало в сердце. Может быть, они захотят стать инженерами, электронщиками. Баспик, я думаю, мог их на это мотивировать. Может быть, они выберут другую какую-то профессию. Но самое главное, что у детей, у наших ребят, глаза горят. Они с таким удовольствием рассказывают о том, что им понравилось, что их удивило. И это самое главное. Руководители проекта уверены, выучившись на инженера, молодой человек выбирает себе интересное будущее. Эта специальность всегда в числе востребованных. Хетак Плиев, Ибрагим Чочиев. Новости Осетии.